Грандиозное событие. Открытие отделения почты торжественно отметили жители села Улахан Хангаласского района. Теперь у отделения собственное обособленное здание в самом центре села. Его строили силами местной администрации и самих жителей. На открытии побывала Виолетта Засимова. Почта в селе – один из центров жизни, как школа и магазин. Оплата газа, света, выдача пенсий, получение посылок – все здесь. Тем радостнее, если все эти услуги оказываются не в арендуемом 2 на 2 помещении советского типа, а в новом, современном, светлом и более просторном здании. Еще год назад на сельском сходе жители села Улахан проголосовали за строительство нового здания почты. Но не стали просить деньги у района и республики, а решили действовать самостоятельно. Глава села выделил из бюджета 800 тысяч рублей, а сами жители собрали около 180 тысяч рублей. Здание очень красивое, построено по канадской технологии. Все условия созданы как для клиентов, так и для работников. Здесь полный спектр услуг почтовой связи будет предоставляться, все условия для этого есть. Символично, что открытие нового здания почты состоялось в год 275-летия становления Иркутско-Якутского почтового тракта, который как раз пролегал через село Улахан. К тому же начальник почтового отделения Людмила Петрова сама является потомком государевых ямщиков, занимавшихся в былые времена почтовыми извозами. А само здание почты сейчас располагается на улице, названной в честь ее знаменитого предка. Мой дед, мои предки, прадеды тоже были ямщиками, да. Династии Припузовых, вот это вот все потомки ямщиков. И даже улица тоже Припузова. Да, улица тоже называется нашим потомкам тоже генерал-майором Андреем Ивановичем Припузовым названа. Торжественное открытие отделения почты стало большим событием для жителей села Улахан. Сразу после перерезания ленточки началось массовое гуляние с проводами зимы, где встретились якутская и ямщицкая культуры. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.